«Рассвет в горах». С таким номером на импровизированной сцене выступает хореографическая группа Назрановской детской школы искусств. Ну а пока одни танцуют, другие выводят на бумаге яркие краски победы. Здесь, в солнечной столице региона, проходит республиканский конкурс рисунков, посвященный 9 мая. У каждого юного художника своя история, образы войны и мира. Аделья, например, выбрала для своей работы танк, тот самый, который установлен в городе воинской славы. Благобег был захвачен, и когда только его освободили, поставили различные памятники за счет этого. Для гостей и участников мероприятия здесь выступают учащиеся школ искусств со всего региона. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем след. Уже всем полюбившаяся юная звездочка, воспитанница Малгобекской детской музыкальной школы Алиса Ольховская, исполняет композицию «День Победы». Спасибо за победу вам, за мир и за покой. Музыка ничуть не отвлекает, наоборот, дарит вдохновение, говорит Зарина Гойгова. Она выбрала нетипичную, но очень трогательную тему. На ее рисунке изображена девочка, смотрящая на чистое небо после завершения войны. По словам юной художницы, это символ надежды и мира. После этой войны эта девочка наконец-таки смогла увидеть это зрелище, но уже без своих родственников. Я пытаюсь передать всю красоту и всю тяжесть этой войны. В конкурсе 3 возрастные категории, рисуют здесь и сейчас. Наставники не мешают участникам, за процессом внимательно следит жюри, так что все справедливо. Мероприятие проводится не в первый раз, и каждый год оно открывает новые таланты и укрепляет связь поколений. Этот конкурс проходит под эгидой Министерства культуры уже во 2-й раз. В прошлом году он был посвящен 100-летию ингушской государственности, в этом году Дню Победы. И впереди каждый год мы будем находить какую-то замечательную, знаменательную дату и будем проводить этот конкурс. Так что я думаю, что участников с каждым годом будет прибавляться. Этот конкурс не просто соревнование, а настоящее погружение в историю. Узнавать о Великой Отечественной войне из книг – это одно, а проживать эти эмоции через искусство – совсем другое. Каждый штрих и нота здесь – это попытка прикоснуться к истории, почувствовать ее глубину. Главная задача в этом году этого конкурса заключается в том, чтобы помочь нашим юным художникам, учащимся художественных школ, не только в освоении своего, ну скажем так, ремесла, но и помочь через искусство осмыслить значение темы Великой Отечественной войны. Победители получили свои заслуженные награды, но для каждого юного художника важен сам факт участия, возможность оставить свой след в истории народа. Память о героях будет жить в этих рисунках, как в живых хрониках победы. Амина Зязикова, Султан Вулгучев, Магаз 24.